Где больше жалоб относительно? Какие изменения, новые факты. Bular bu yerda o'zimizda o'qiymi? Alpen o'qib keldi bu yerda. Bir hafta kelgan. Ha, bir haftada. Yaxshi. Buni sen to'g'ri o'zimizda o'qiymiz. Sizlar 2014 bitirdilaringmi? Завод. Мубарекский газоперерабатывающий завод это находится территория Кашкадаринской области. Граница Бухары. Город Мубарек, граница Бухары и Кашкадаринской области. Там есть у нас Мубарекский газоперерабатывающий завод. Это самый главный это газоперерабатывающий завод, который обеспечивает весь республику Узбекистан и экспортные организации, экспортеры всем обеспечивают этот газ. Они очищают. Есть у нас еще заводы. Шуртанский газоперерабатывающий завод, Шуртан газхимия комплекс, и газохимический комплекс. И потом еще в 2018 году открылся Пунгра это. Каракалпак открылся. Это как это называется? Пунгра, да? Да, ну, Пунгра. да. И вот 3 газоперерабатывающих завода. Ну, мы питаемся в основном Мубарекский газоперерабатывающий завод. Мубарекский газоперерабатывающий завод выходит магистральный газопровод, там идет очищение. Значит, когда добывается газ, она бывает это без запаха. Да, без запаха, без вкуса, еще разные примеси, и вот это пар там, водяной пар там. И этот завод в основном для чего работает, этот очищает этот газ. Первый механизм, когда газ поступает, первый его работа завода, вот это очистка механических примесей из разных фильтров, масляных фильтров, там еще другие там сетчатые фильтры, через вот этот фильтр очищает этот газ от разных вот это песковых, там других вот этих примесей. Потом уже второй этап идет, он очищает завод от химических примесей, других. Там когда добывается газ, там очень много количества сера и другие там вот эти химические химические элементы. От этого очищают. После этого очищение идет туда водяных паров. Водяные пары очищаются через теплообменников и через это химический вот это катализатор. Через вот этот катализатор очищается она. После этого идет адоризация газа. Уже последний этап идет адоризация газа. Там завод. Сушка. После этого. Нет, сушка, вот, очищение вот этого пара, сушка, и потом уже вот эта адоризация идет. Адоризация делается, вы сами, как специалисты этого части, которые учитесь, в заводе добавляется на 1000 кубометров газа 8 граммов этилмеркаптана. Почему 8 граммов добавляется? Потому что вот это магистральные газопроводы, вот 2 магистральных газопровода, и у нас вот 3 магистральных газопровода. Ну, сейчас про третьего тоже скажу. В основном вот эти 2 магистральных газопровода. Его эксплуатационные работники, они профессионалы. Профессионалы и обеспечены всякими там приборами, всякими газоанализаторами, они обеспечены. Если где-нибудь утечки газа, они сразу почувствуют. Поэтому 8 граммов туда добавляется. После этого у нас, после этого завода, компрессорная станция нулевой стоит там на заводе. После этого там в сторону этого Бухары, который направляется газ, там первая компрессорная станция, и потом уже КС-2, компрессорная станция 2 у нас на Зыраблак, на Арпайском районе находится. Потом уже вот этот магистральный газопровод, 2 магистральных газопровода, этот магистральный газопровод и вот этот газопровод. Вот здесь вот она соединена, вот, вот здесь компрессорная станция у нас, вот Акташи, город Акташи, это Нарпайский район, Самаркандская область. Зыраблакский линейный производственное управление магистральных газопроводов. И здесь она находится. От этого компрессорная станция, она разделяется на 2 части. Здесь неправильно написано, вот это ДБСТ, это БГРТВ, наоборот. Вот это БГРТВ, это ДБСТ. Что такое ДБСТ? Это Жаркак, Бухара, Самарканд, Ташкент. Это по паспортному названию этого магистрального газопровода. Соглашен. Да. БГРТФ, Бухарское газовое рождение, Ташкент, Фрунзе, Алмата.
Вы знаете, Алмата это Казахстан, Фрунзе это бывшая столица Киргизии. Сейчас Бишкек. Да, раньше это Фрунзе. Вот это вот два магистральных газопровода вот туда направляется. Самарканд здесь вот подключено. И потом, после этого магистрального газопровода, это газ поступает на ГРС. Вот это вот желтый это ГРС. Газораспределительные станции. Газораспределительные станции для чего нужны? Магистральный газопровод, она делится тоже на три части. Низкое давление магистральных газопроводов, среднего давления магистральных газопроводов, высокого давления. И сейчас уже начался более высокого. Значит, магистральный газопровод низкого давления, это до 12 кг сантиметр квадрат, или 1,2 мегапаскаль. У нас Мубарекского перерабатывающего завода только этот газопровод у нас один единственный существует на Навай Азот. Наваинского азотоперерабатывающего завода. Навай Азот идет прямо от Мубарекского газоперерабатывающего завода, 12-килограммовый магистральный газопровод низкого давления. После этого, второй у нас, ДВСТ, это магистральный газопровод высокого давления называется, то есть среднего давления называется, это 25-килограммовый, то есть второй категории. Она тоже в свое время работала на первой категории, потом со временем, сроком эксплуатации, уже когда срок эксплуатации истекает, она уже потихонечку в связи износом, в связи потом разных нарушений, там вот это радиусы, границы, там новостройки, там в связи с этим вот это имеется в виду, она переведена на второй категории. Значит, этот газопровод ДВСТ у нас сейчас работает на 25-килограммовый газопровод. То есть 24 килограмма. 24-25 килограмм это среднее давление. Вот это магистральный газопровод БГРТФА у нас 55 килограмм магистральный газопровод. Еще, кроме этого, есть вот это сейчас новый, вот это, который вот Каракалпаке, вот это Кунграда вот это открылся новый магистральный нефтеперерабатывающий завод, нефтегазоперерабатывающий завод. Оттуда вот сейчас тоже подключается на основной магистральный газопровод и потом идет на Китай экспорт. Китай экспорт идет. Вот этот газопровод у нас более высокого давления, 75 килограммов работает. 75 килограммовый газопровод. Но сейчас ученые, конечно, изучают, хотят они вот магистральный газопровод, чтобы работал до 110 килограмм сантиметр квадрат. То есть 1 мегапаскаль. Почему они так изучают? Сколько больше давления газа, столько больше объема газа. Это все понимают. Вот поэтому магистральный газопровод сейчас все стараются побольше увеличить давление газа. Значит, вот это два магистральных газопровода. ДБСТ магистральный газопровод, ДБСТ, Джаркат, Бухара, Самарканд, Ташкент. От Зравлавского, то есть Акташа начинается, вот здесь вот идет, вот, значит, этот обеспечивает Нарпаевский район, город Акташ, обеспечивает это газом. Потом Нарпаевский район, территория которого ближе этого магистрального газопровода. Потом еще Пахтачинский район тоже обеспечивает это ДВСТ. И потом Каттакурган город и Каттакурганский вот это прилегающие населенные пункты на этом магистральном газопроводе. Да. Потом Нурабадский район, Мастаргомский район, бывший Гузалкинский район, город Самарканд, Тайлакский район, Ургутский район, Джамбайский район и Самаркандский район. Вот обеспечивается от ДБСТ магистральный газопровод. Теперь второй магистральный газопровод БГРТФ, от этого питается наш бывший это район, Хатепчинский район, сейчас она на Навай перешел, и Иштиханский район у нас обеспечивается Кошлабадский, Хаярекский и вот Челекский район обеспечивается Агдарья, обеспечивается от этого магистрального газопровода БГРТФ. Это два газопровода, она объединяется, то есть соединяется, вот здесь она, это уже Джизакский вот это область, Джизакской области, вот первый вот этот район, Галларанский район. В Галларанском районе компрессорная станция 2. КС-2 находится в Галларанском районе. Она здесь объединяется, потом один газопровод выходит, от этого двух газопроводов один газопровод выходит, и это дальше уже она называется ДБСТ, то есть Джаркат, Бухара, Самарканд, Ташкент называется. БГРТФ, Галлараль уже заканчивается своей миссией. У нас теперь третий магистральный газопровод. Третий магистральный газопровод тоже от Кашкадаринской области, это в Бузарском районе,
Кашкадаре, Гузаровском районе, там построен Шуртанский газохимический комплекс. От этого выходит вот этот магистральный газопровод. Этот магистральный газопровод только вот это для использования промышленной цели, то есть здесь это малосердечным газом обеспечено. Поэтому от этого магистрального газопровода это идет у нас на Сырдаринской области, которая у нас построится вот это теплоэлектроцентр, раньше ГРЭС назывался, город Ширина, это Чигарадаш, вот Печикин, то есть Уратыклы. Вот там есть электричество, которое там вырабатывает вот этот ГРЭС, обеспечивает это, в основном вот Шуртан Сырдария так и называется, это магистральный газопровод. Его обеспечивают. После этого уже потом Ташкентская область, Ахайгаран, Ангрин, вот туда тоже теплоэлектрический центр для обеспечения газом, вот этот магистральный газопровод существует. Почему от этого газопровода не берется население или для бытовой пользования? Потому что вот этот газопровод, Мубарикский газоперерабатывающий завод, очищает газ полностью, то есть сероводород там, допустимые нормативы, то есть на 100 грамм, то есть на 100 кубометров газа должен быть по требованиям 0,2 миллиграмма сероводорода. Вот это обеспечивает Мубарикский газоперерабатывающий завод. А Шуртанский газоперерабатывающий завод, это у них не очищенный там. То есть больше это сервисный газ, да, там? Поэтому называется малосервисный газ. Его нельзя подавать для населения или для быта. Потому что вы сами прекрасно знаете, когда вот горит сыро, от него очень сильный вот этот запах и сразу удушающий вот этот газ уходит. Поэтому она так. В основном схема этого магистрального схема газоснабжения от этого отличается. Здесь ГРЭС. Что такое ГРЭС? Газораспределительная станция. Там тоже, когда я сказал уже, заводы там 8 миллиграммов вот это добавляется, это меркаптан, то есть анализируется. ГРЭС когда идет, ГРЭС тоже очищение идет, очищение газа, то есть там получается там при строительстве какой-то там это фильтр, там фильтр вот это стоит там, через фильтр выходит газ. ГРЭС 55 килограмм, вот, например, вот на этот ГРЭС возьмем 55 килограмм поступает сюда, от этого уже для городских газопроводов выходит согласно договора Узбектрансгаза и вот это Худуд Газтаминот Республики 6 атмосфер высокого давления у нас есть договор. От этого ГРЭСа выходит уже 6 килограмм для обеспечения населенных пунктов и других организаций. Здесь уже тоже очищение идет. После очищения тоже анализация идет. Уже анализация, это, когда уже городской трубопровод подается газ, уже добавляется там 16 миллиграмм газа на 1000 кубометров. Почему 16 миллиграмм? То есть, когда я сказал, вот это магистральный газопровод 8 миллиграмм добавляется, значит, там, я сказал, уже профессионалы работают. А когда уже от ГРЭСа выходит, пользователи это не все. Здесь не профессионалы. В доме жена занимается, муж занимается, дети занимаются этим газом сегодня. Чтобы запах газа сразу почувствовалось, поэтому добавляется уже в двойном размере. То есть 16 миллиграмм водорода. Если какие-нибудь вопросы есть, пожалуйста. Есть вопрос? Все понятно, огромное спасибо. Было очень... Еще два слова, если разрешите, договориться. У нас, он сказал, по проектной мощности до 12 атмосфер разрешено по СНИП. СНИП по всей Советскому Союзу один был. Таджикистане, Узбекистане, Москве, везде. И до сих пор это действие наша, которая отрасль, имеет право до 12. И проект тоже составляется до 12. Потому что сказал, что в Казани 50 атмосфер есть, которые 60 атмосфер есть вот эта линия. Только для производства промышленности. А у нас от этого берут 12. И 6, и 3. Есть маленькие ГРЭС. Вот Закская область, там Сырдаринская область, там удобно было, что вы там от объема зависит 3 атмосферы, которые предназначены ГРЭСы есть.
у нас все предназначено на 12 атмосфер. И по договору получаем сейчас 6 атмосфер. Почему? Потому что у нас все эти установки больше 60 лет действуют наши трассы. Правильно, что сказать? Поэтому они не выдерживают, может. Но мы постараемся там, капремонт, все там занимаемся. 6 атмосфер. После этого высокие герпы у нас стоят. От высокого герпы до границы постоит 6 атмосфер. После этого оттуда там, для населения, для производства, там средний давление подаем и низкий. От среднего, потом низкий давление до ступенчатый у нас. Да. Сейчас мы туда пойдем, там на месте посмотрим, как работает вот этот герб. У нас по Самаркандской области 14 районов и 2 республиканских назначения города. Всего 16 районов городов. Еще один линия у нас есть, раньше Бухара, Сурхандара, Термиз. И Душанбе подавали, и Турсундар. И Рига там. Термиз сейчас тоже действует. Там Сурхандара закрыт, это Таджикистан закрыт, Сурхандарская область, Кишорты нет. По этому вопросу мы только имеем право обеспечить население. Не только население. И предприятия, которые... И социальные там, все там организации и население. Двух типов у нас. Природный газ и жидкий газ. Жидкий газ только через дорогу и автотранспортом от 2 заводов поступает к нам. Шурданский химический комплекс и Мубаракский газоперерабатывающий завода по договору нам поступает. У нас еще по области имеет 6 ГНС. Газонаполнительная станция. 5 ГНС и 1 станция. Станция имеется типа завод, объем большой. У него там это 2000 тонн объем. А для населения 1 куб сколько стоит? 1 куб газ 380 сум. Это переводы где-то на доллар переводится. $30. Нет. Меньше? Нет. 0,30. 0,30. Да. Не доллар, цент. Очень дешевый. По сомоне получается 3 сомони. По сомони наши 3 сомони за куб. У нас 380 сум. Это $1 будет у нас сейчас 11 1500. Если 10 раз. 1500, короче. Да. $1. На сумму. Zafarız kaç bölüm zafarız? Aslında Zafar Urgucu böyle boş kalıyor. Фирма, которая обеспечение природным газом населения. Это автоматика полностью по области соединен наши центральные диспетчерские пункты. Правильно? Центральные. Полное население, которое мы имеем возможность каждого Шавкат Азамовича или у меня дома, там счетчик стоит, команда дает, и парашютом ко мне домой сядет. Сколько работает, там показывает, как работает, или остановили сразу, или какое-то наружное замещение, сразу здесь фиксирует, кто-то трогает изнаружи. Поэтому они читают, сколько объем там получает. У нас тоже сейчас хотят норматив перевести, пока норматива нет. Сколько хочешь, население карман бьет, меньше будет пользоваться. Личного рекламы не нужно, карман. Вот схема. Смотрите, часовой расход. Вот это часовой расход населения. Вот через это. Вот. А обеду все там пользуются, да? Дома готовые там. И вечером. Дальше и бьет. Все. Каждый день, вот. И поступление денег. Вот. Это
только деньги поступают, динамично показывается. Это Ташкентом тоже посадили. Центральный. Вот района у нас Самаркандская область и центр. А у Худудка Стамина тоже там видит, если захочет. Любой квартира может она контролировать и если захочет там посмотреть. Корпоративная система Худудка Стамина. В основном эта программа ведет статистику потребителей природного газа по населению. Значит, тут по дашборду мы можем видеть по области Самарканд общий 296 374 абонентов. Это так, расход газа, это общий расход газа за этот месяц. Это за сегодня. Да. 6 миллионов расход газа за этот месяц. С начала месяца. Это выплаты с начала месяца и за сегодняшний день. Вот сколько у нас кредиторов по области Самарканда, столько дебиторов. Дебиторов, конечно, мало, потому что счетчики с клапаном, они не будут работать. Электронный счет. В основном те, которые уже не живут, не пользуются газом, они дебиторы. Потом динамика поступления денег. Эта динамика меняется каждые 15 секунд. Каждые 15 секунд динамика меняется. А вот тут какая платежная система, с какой платежной системой поступает деньги. Клик, Пайнет, ну в основном Пайнет. Потом также мы можем видеть динамику расхода газа, тоже 15 минут, каждые 15 секунд эта динамика меняется. Тут динамика денежных поступлений за сегодняшний день. Диаграмма, как видите, большее количество, это город Самарканд, потому что объем и абонентов там больше. Что еще, например? Чтобы увидеть, можно воспользоваться каждого абонента. Это абоненты, потребители природного газа по городу Самарканд. Ну, к примеру, зайдем одному абоненту. Реквизиты абонента, Зои Сабирович, например, его лицевой счет, адрес проживания, номер квартиры, дома и какая у него предоплата, состояние. В этом абоненте предоплата. И может быть, например, Любого абонента можно найти. Да, любого абонента. Но когда вы не найдете? С помощью лицевого счета, или же поиск дается с помощью лицевого счета, или же по номеру счетчика. По номеру счетчика тоже можно определить. Вот это номер счетчика. На сегодняшний период этот абонент, который помнит всего 6 кубов. Значит, это новый абонент еще. Также мы можем расход газа этого абонента индивидуально. Так как это новый абонент, у него пока расход только 6 кубов, в основном большой динамики нет. Платежи. Ну, также можем видеть уже по документации, блока счетчика и так далее. Что еще? Наша база соединена с кадастровой базой. Например, если Садыков Зоил продает свой дом, мы заносим его кадастр, например, другому потребителю. Занеся кадастр, просто определяем лица. Что, ребята, что-нибудь уловили? уловляем.